Чола! Здравствуйте, дорогие мои ученики! Тавун Пекнича и очередной урок коми-языка. И сегодня у нас самая добрая, самая ласковая и хорошая тема – семья. Семья – котыр. Котыр – семья. И начнем мы с самых любимых и близких нам бать, мам, родителей. Бать, мам. Соответственно, бать – это отец. По-другому еще коми называют ай. Бать, ай, отец. Мам, мама. Она звучит точно так же, как в русском языке. Мам, мама. Следующее. Чтобы образовать семью, надо быть супругами. Супруги – гозья. Гозья – супруги. Верес – муж. Верес – сильная половина нашей семьи. Муж – верес. И слабая половина – гытыр. Гытыр – жена. А какая же семья без детишек? Дети – челядь. Челядь. А еще можно называть нывпи. Нывпи. В переводе тоже дети. Соответственно, ныв – это лапушка, дочка. Ныв. Пи – сын. Пи. А друг друга они будут чой и вок. Чой – сестра. Вок – брат. Чой – вок. Продолжим нашими любимыми, самыми добрыми бабушками и дедушками. И тут-то возникает интересность. В русском языке бабушка и дедушка как с отцовской стороны, так и с материнской называются как бабушка и дедушка. А в коми не так-то просто. Дедушка с материнской стороны называется ыджидбать. Ыджидбать. Дословный перевод – старший отец. Ыджидбать. Дедушка с материнской стороны. Бабушка с материнской стороны – ыджидмам. Ыджидмам – старшая мама. Ыджидмам – бабушка с материнской стороны. Дедушка с отцовской стороны называется пыль. Пыль. Бабушка с отцовской стороны называется пыч. Пыч. На этом мы сегодня заканчиваем. И сегодня для вас будет очень интересное домашнее задание. В коми-языке есть такая пословица. Кучам батьма, сечем и нывпи. Домашнее ваше задание таково. Надо найти смысловой перевод или похожую пословицу в русском языке. Самым активным достается приз. Итак, дерзайте, аддишлитеч!